В Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дермитагуля функционирует 9 отделов. Один из самых молодых – отдел источниковедения. Он был создан в январе 2012 года. За 10 лет сотрудниками было опубликовано до 70 научных работ. Все они доступны в электронной версии на сайте Апснотека. Это и документы, это и библиографические указатели, это энциклопедические материалы, это мемуары, воспоминания, материалы по нашей отечественной войне народа Абхазии. В рамках нашего отдела издается работа, периодическое такое историческое издание, которое называется «Альманах». Отдел источниковедения занимается изучением 19, 20, 21 веков, проводит важную работу по восстановлению различных документов первоисточников. По словам заведующей отделом Саиды Возба, для продуктивности необходимо работать в различных архивах и фондах России и зарубежных стран. На сегодняшний день у нас возможность только выхода в Россию, да, то есть мы работаем с московскими архивами, фондами, и у нас вот в рамках нашего отдела нашим сотрудникам также была буквально в 2021 году издана работа по источникам Абхазии. Конечно, хотелось бы расширять свои возможности и не только выходить на российские вузы, институты, но и также, чтобы была у нас возможность работать с Турцией, Италией, потому что у нас есть специалисты итальянского языка, нам необходимы переводчики, османисты, знающие и итальянский, и английский, и испанский, потому что большое количество зарубежных источников, которые необходимо переводить. В отделе трудятся 13 специалистов. Среди них есть и молодые кадры. Коллектив работает слаженно и дружно. Виталий Чамагуа пришел в отдел источниковедения в 2013 году. Очередная, далеко не первая работа научного сотрудника посвящена проблематике абхазской публицистики. У нас журналистика исчисляется с 2019 года. С того времени, вы понимаете, выхода газеты «Община». На самом деле не так, потому что у нас были публицисты, которые писали в разных газетах, естественно, Абхазии, Причерноморского побережья. Наши публицисты абхазцы, к тому же были русские публицисты, замечательные публицисты, были даже грузины-публицисты, которые, сейчас не буду перечислять, несколько человек, которые тоже оставили свой большой след. Дело в том, что все эти авторы писали на русском языке, но это не значит, что если публицистика написана на другом языке, нежели не на абхазском, что это не абхазская публицистика. Главная тематика публицистики. Вот это я пытаюсь доказать в своей книге и сказать о том, что наша публицистика начала свое развитие именно с 19 века. На сегодняшний день у отдела источниковедения АБЕГИ более 7 научных работ находятся в очереди на печать. Шазина Ханагуа, Давид Хашик, Абхазское телевидение.